Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. В начале выпуска коротко о главном. Сумма годовых выплат снизится вдвое. Парламент Абхазии ратифицировал протокол о реструктуризации железнодорожного кредита. Религиозные группы в Абхазии – это благо. Актуальный репортаж программы. Накануне премьеры на сцене Русдрама комедия «Примадонны». Сегодня, 12 июня, президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России. Этот праздник занимает особое место в календаре официальных дат. Ваша страна встречает его сильным, многонациональным и динамично развивающимся государством, объединенным великой культурой, традициями и ценностями. Укрепление России на мировой арене в нынешней сложной геополитической обстановке, улучшение социального и экономического роста является показателем верности избранного руководством страны курса и, несомненно, говорит о высокой степени доверия российского народа лично к вам. Абхазо-российские отношения, основанные на традициях дружбы и добрососедства, на современном этапе активно развиваются в духе союзничества. Отрадно отметить рост взаимодействия как в социальном, так и торгово-экономическом и военно-техническом направлениях, говорится в частности в поздравлении. Парламент Абхазии ратифицировал протокол о реструктуризации железнодорожного кредита. В марте 2017 года абхазская и российская стороны подписали документ о реструктуризации 2-миллиардного долга до 2029 года. Согласно новому документу, сумма годовых выплат с 316 миллионов рублей снизится до 109 миллионов рублей. Подробности в репортаже Симаргон. Открывая внеочередное заседание сессии, спикер Валерий Кварчи отметил, что ранее было принято решение вынести обсуждение этого вопроса на более поздние сроки. Но ситуация складывается так, что назрела необходимость срочно рассмотреть этот законопроект. По его словам, ратификация протокола в значительной степени облегчит нагрузку на республиканский бюджет. История и последствия так называемого железнодорожного кредита, полученного по просьбе абхазского правительства в 2010 году, всем вам известны. Сегодня для нас главное облегчить тяжесть этого большого долга, снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет. Именно такую цель преследуют представленные нам для ратификации, на мой взгляд, довольно важного для нас документа. В соответствии с соглашением между правительствами Абхазии и России 24 декабря 2010 года нашей республике был предоставлен кредит на сумму до 2 миллиардов рублей на восстановление и развитие железной дороги. Изначально предполагалось, что работы будут проведены до 2011 года. Затем сроки были продлены до 2013 года. Соответственно, сдвинулись и сроки погашения самого кредита с 2021 до 2023 года. И на 31 декабря 2016 года за обслуживание указанного кредита за счет средств республиканского бюджета была выплачена сумма в размере почти 448 миллионов рублей, из которых на оплату процентов было направлено 158 миллионов. С тем, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет страны, правительство России и Абхазии приняли решение о реструктуризации государственного экспортного кредита и увеличили сроки погашения долга с 2023 по 2029 год. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что это поможет значительно сократить суммы размеров ежегодно выплачиваемых средств на обслуживание кредита. Подписание и ратификация вступления в силу данного протокола приведет, к примеру, к тому, что ежегодные выплаты сокращаются. К примеру, если бы протокол не был подписан в 2017 году, необходимо было бы выплачивать основную сумму долга и проценты к нему 316 миллионов рублей. После вступления в силу протокола не будет за просроченную на дату подписания протокола задолженность начисляться пени, и сумма платежа сокращается, например, только в 2017 году с 316 миллионов до 109 миллионов. Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Наталья Смыр считает, что ратификация протокола даст республике возможность выполнить свои обязательства перед Российской Федерацией. Здесь есть некоторые
такие послабления со стороны Российской Федерации, то, что не будет до 2029 года не будут начисляться проценты, более того, суммы будут фиксированы, и это даст возможность нам выполнять свои обязательства по отношению к Российской Федерации. Депутаты единогласно проголосовали за ратификацию данного протокола. Решение было принято в первом и окончательном чтении. Сима Аргун, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Уже после заседания сессии спикер парламента Валерий Кварчи сделал заявление в ответ на вопрос журналиста Виталия Шария президенту Абхазии на пресс-конференции главы государства о работе Народного собрания. Валерий Кварчи отметил, что парламент является самостоятельной ветвью власти и не подотчетен президенту. Только парламент правомочен определять время проведения заседаний, формировать повестку дня сессии и утверждать список приглашенных журналистов, заявил спикер Народного собрания. Считаю некорректным, игнорируя руководство парламента, обращение журналиста Шария Виталия к президенту с вопросом, касающимся работы парламента. Второе. Следует также уточнить, что если не считать прошедшие с 12 апреля праздничные и выходные дни, то парламент 6-го созыва работает всего около 1 месяца. В течение этого времени в парламенте непрерывно ведется сессионная работа. Как известно, сессия парламента складывается из заседаний парламента, комитетов, комиссий, работы депутатов во фракциях, группах, комиссиях, парламентских слушаний, индивидуальной работы депутатов с избирателями, парламентских расследований, контроля и так дальше. В течение указанного времени проведены несколько заседаний парламента, сформированы комитеты парламента, избраны председатели комитетов, их заместители, принят примерный план законотворческой деятельности Народного собрания парламента Республики Абхазия на 2017 год, приняты десятки постановлений и заявлений Народного собрания, продолжается формирование различных парламентских комиссий, депутаты выезжают по приглашению за рубеж для участия в различных форумах и так далее. В целом, с удовлетворением хочется отметить, что парламенту удалось за кратчайший срок структурно сформироваться и, на мой взгляд, превратиться в единый, дееспособный высший законодательный орган. На последнее заседание Народного собрания парламента 6-го созыва журналисты не приглашались в связи с тем, что на этих заседаниях в основном обсуждались внутрипарламентские организационные вопросы, а также по причине истечения срока аккредитации журналистов. Наконец, хочется подчеркнуть, что только парламент правомочен определять, когда проводить сессионное заседание, формировать повестку дня, решать, кого приглашать на эти заседания и другие вопросы, находящиеся в ведении Народного собрания. Далеко не секрет, что в нашей республике действует множество религиозных групп, принадлежащих различным конфессиям. И далеко не все они несут нашим гражданам добро. Среди них есть откровенно разрушительные группы, секты, действия которых на территории Абхазии запрещено законодательством. Но многие продолжают функционировать. В теме разбиралась Нис Фаршба. Этот 5-метровый крест на боковой стене здания появился еще несколько лет назад. По ночам он светился, и проезжающие центральный вокзал люди вопросительно поглядывали на распятие. Спустя время здесь появился баннер, гласящий о том, что в этом двухэтажном здании расположилась церковь «Дом благодати». Мы попытались войти внутрь и узнать, что же это за храм, но дверь нам так и не открыли. Все попытки достучаться завершились ничем. При этом вывеска гласила: службы проходят ежедневно в 2 часа дня. Все та же надпись оповещает: Дом благодати – религиозная организация Ассоциации евангельских христиан Абхазии. Эта организация является структурным подразделением, зарегистрированным официально у нас в Министерстве юстиции, Ассоциация евангельских христиан Абхазии. В отличие от многих других религиозных организаций, эта ассоциация ежегодно, между прочим, представляет отчет о своей деятельности в Абхазии. Они относятся к категории протестантских церквей, выходят за рамки общепринятых христианских понятий, как католики и православные,
Но при этом нигде в мире они, в принципе, не запрещены, и деятельность их, в том числе религиозная, не является деструктивной, там, разрушающей. Они занимаются разного рода гуманитарной деятельностью, и должен вам сказать, что вот именно эта ассоциация в Абхазии провела ряд акций, которые просто можно поставить в пример другим. Наша страна всегда была интересна различного рода гонимым конфессиям. Сюда они ехали из многих точек мира в поисках паствы и возможности спокойно, без ограничений и проблем распространять свои учения. И по мнению историка Резо Каце, это не всегда хорошо. Абхазия многие годы жила без закона о религии, и этим пользовались представители различных религиозных организаций. Если раньше, до принятия этого закона, да, мы как-то ссылались на то, что нет закона, регулирующего отношения. Поэтому, несмотря на ваше желание и так далее, будьте добры, воздержитесь от своих деятельностей и так далее. И мы как-то могли контролировать, люди к нам обращались, то сейчас этого вообще нету. И кто какую религиозную организацию там создает, это известно очень узкому кругу лиц. Однако сейчас ситуация иная. Закон о свободе совести и религиозных объединениях действует уже несколько лет. Он регулирует не только вопросы в области прав человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания, но и правовое положение религиозных объединений. Слабость закона, по мнению Резо Каце, в одном – отсутствии защитных механизмов, оберегающих наше общество от всякого рода религиозных сект. По сути дела, по этому закону любые 10, в том числе не только граждан Абхазии, могут написать заявление, предоставить копию паспорта или паспортные данные и зарегистрировать любую религию под любым названием. Единственное, что якобы регистрирующая организация, Министерство юстиции, обязаны эти документы предоставить совету, которое будет рассматривать, годится это для общества или нет. А они, как известно, эти религиозные организации сейчас существуют под самым разным названием, которые в принципе не определяют их содержание. Реально. И что за этим кроется, никто толком сказать не может. Почему? Потому что вот как раз таки нет этого десятилетнего стажа их деятельности, и контроля за их деятельностью, отчета о их деятельности и так далее. То есть это мы удачно все преодолели, и, безусловно, это очень вредит нашему обществу. Это однозначно. Почему? Потому что самыми активными религиозными организациями являются именно те, которых надо было бы запретить. Деструктивные, тоталитарные и прочие критерии, которые существуют для определения этих организаций, они, к сожалению, присутствуют у нас. Наш закон, по словам Резо Каце, очень схож с российским. Однако в том документе есть процедуры, которые позволяют изучить религиозную общину до ее официальной регистрации. Необходимо пройти, например, экспертизу и еще целый ряд действий, чтобы доказать, организация и правда не несет угрозу национальной безопасности и устоям государства. И лишь затем они приобретают официальный статус, который именуется не иначе, как религиозная группа. А в нашей стране все решает экспертный совет, формированием которого как раз сейчас занимается Минюст. Действительно, вот такие открытые ворота для общества, это не есть хорошо, как я понимаю. Даже тот закон, который довольно-таки открыт, российский, с чего был сдут наш аналог этого закона, там есть какие-то защитные функции. Мы ее удачно убрали, этой защиты. Что я имею в виду? Там религиозные организации или группы делятся на категории. Вот если человек, даже если их 10, пришли и хотят зарегистрировать свою религиозную организацию в России, им дается как бы испытательный срок, энное количество лет. В течение этого времени они должны контролирующим государственным органам отчитываться о проделанной работе, по крайней мере, доказывать, что они приносят определенную пользу для общества. И в течение, когда срок истекает, они подают, если имеют желание, конечно,
документы на то, чтобы их перерегистрировали как юридическая организация. И вот этот десятилетний предыдущий стаж их деятельности, оно как бы идет в подкрепление их желания. То есть, обратите внимание, они должны доказывать свою полезность обществу. У нас этого нет. У нас сразу религиозная организация и все. Сейчас, по неофициальным подсчетам, в нашей стране существует более 20 различных религиозных конфессий. Не о многих из них есть полная информация, кто они, что они и какие цели преследуют. А между тем, по мнению Резукация, часть из них тоталитарна, пагубна и разрушительна для нашей страны. Некоторые из них под видом совсем безобидных танцев и песен проникают в сознание больных, обездоленных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации людей. Существует ряд религиозных в Абхазии организаций, открыто совершенно, может быть даже и зарегистрировано, которые относятся к категории деструктив, тоталитарной. Наиболее известная и видимая в обществе на улицах наших, это вот, например, кришнаиты, могу об этом сказать прямо, которые создали здесь ряд своих организаций, в том числе коммерческих, например, такси по вызову Гаруда, это их организация. Например, строящаяся гостиница или гостевой двор на улице, если не ошибаюсь, Джонова, это их гостиница. Ну, я понимаю, что это после ввода в эксплуатацию этой гостиницы, это будет объектом, где будут проводиться различного рода конференции, съезды, встречи. То есть Абхазия станет одним из центров деятельности этой организации, которая, на мой взгляд, мало полезного принесет нашему обществу, прямо скажем. Так или иначе, в нашей республике продолжают свою деятельность множество религиозных конфессий. И пока одни оказывают помощь, проводят благотворительные акции, другие обогащают собственный карман за счет чужого горя и страданий. И так может продолжаться до тех пор, пока закон о свободе совести и религиозных объединениях не обзаведется самыми серьезными защитными механизмами, которые помогут очистить Абхазию от вредоносных и губительных сект. Низ Фаршба, Саида Гухава, Тимур Гогохи. Абхазское телевидение. – 11 июня во время поездки в Москву президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил скачки на приз президента Российской Федерации на Центральном Московском ипподроме. При содействии Федерации конного спорта Абхазии от имени Республики Абхазия для участия в соревновании был выставлен жеребец чистокровной породы по кличке Конрад Лорд и другие скакуны, также занявшие призовые места. Победителем скачки на приз президента Российской Федерации стала лошадь, представлявшая Республику Абхазия. Организаторы соревнований вручили главный приз лично президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба. Второе место на приз Центрального Московского ипподрома заняла лошадь коневладельца Ахры Ашуба. Третье место в скачке на приз министра сельского хозяйства России заняла лошадь коневладельца Надара Цишба. В Абхазии создана Федерация всестилевого карате. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече вице-президента республики Виталия Габни с представителями Федерации карате Абхазии и Российского союза боевых искусств, президента Федерации Шотокан Казыха. По словам вице-президента, спортсмены, занимающиеся всеми стилями карате, не могут решать в одиночку все проблемы, связанные с выходом на международные соревнования. Поэтому Виталий Габни и предложил создать Федерацию всестилевого карате, председателем которого избран президент Федерации карате-до Абхазии, депутат парламента Ахра Абухба. Государственный русский театр драмы имени Фазилия Искандера вновь порадует своих зрителей. Через несколько дней состоится премьера комедийного спектакля «Примадонны» по пьесе американского комедиографа Кена Людвига. О предстоящей премьере, специфике комедии и о многом другом шла речь на пресс-конференции в Русдраме. Подробности в репортаже Саида Джарсалия. Имя известного драматурга Кена Людвига ассоциируется по всему миру с современной комедией. Его пьесы ставятся во многих театрах мира. Дошла очередь и до Сухумского русского театра драмы. Комедия «Примадонны» будет представлена зрителям буквально на днях.
Перед труппой театра стоит непростая задача, так как подобная яркая комедия ставится впервые в Абхазии. «Примадонны» — это американская история в шекспировской романтической манере с забавными перевоплощениями и путаницей. Такого рода спектаклей, на мой взгляд, и на моей памяти, и по той информации, которая у меня есть, в Абхазии еще не ставилось. Потому что это такая, знаете, комедия положений классическая. Но это современная пьеса 2004 года, которая на самом деле дает колоссальные возможности для режиссерской фантазии, для проявления артистов всех своих возможностей. Хулиганство в рамках приличия. Именно так представляет комедию режиссер-постановщик Сергей Ефремов. По его словам, самое удивительное то, что пьеса прекрасно подошла труппе театра. Здесь у нас все достаточно вкусненько сделано будет и, думаю, интересно. Также, собственно, у нас будет задействован весь зал. Спектакль «Праздник», театр-праздник. Вот, нужно получать удовольствие, приходить и заряжаться позитивом. Кроме того, по словам Ефремова, подобного рода спектакли дают режиссеру проявить свои возможности, фантазию, а актерскому составу свой талант. Актер Джамбул Журдания признался, что сама постановка — это своеобразный риск. Это настоящая шутка. Шутка, забава. И за этим, если больше ничего не додумывать, не домысливать, то все будет хорошо. Я так думаю, потому что здесь нет никаких глубоких и глубочайших каких-то подземных, каких-то вторых планов. Здесь все на поверхности, и все, что видите, не более того. Вот поэтому, нам, наверное, надо немножко привыкать учить язык искусства, и театра в том числе. Потому что это все равно это метафора, это аллегория. 15, 16 и 23 июня любители театра смогут увидеть на сцене Русского театра драмы комедию «Примадонны». Руководство театра и актеры уверены, что зрители будут приятно удивлены и получат много позитива. Саид Джарсаля, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. Это то, что нам... Что не дождь, то подтопление. Конец весны и начало лета в Абхазии выдались дождливыми. И бесследно они не проходят. Об этом материал, подготовленный пресс-службой МЧС. Прошедший накануне ночью сильный ливень привел к подтоплениям в частном секторе абхазской столицы. В частности, из-за подъема уровня воды в реке Адзявш пострадали около 20 домовладений по проспекту Аяйра. Ливневые дожди привели к подтоплениям и в Ткварчальском районе. Сотрудники МЧС Абхазии оперативно выезжали на места подтоплений, откачивали воду, смывали со дворов наносы ила и грязи. Между тем, днями завершился 10-й юбилейный салон «Комплексная безопасность-2017». В числе представителей из более чем 30 стран была и делегация МЧС Абхазии. На выставке представлены самые современные образцы специальной техники, в частности спасательной. На полях выставки состоялась встреча глав спасательных ведомств России и Абхазии Владимира Пучкова и Льва Квициния. Стороны высоко оценили существующий уровень взаимодействия. Российская сторона продолжает оказывать содействие МЧС Абхазии, в частности по передаче специальной техники. Речь идет как о наземных образцах, так и об авиации. В процессе доработки находится также вопрос о развитии в Абхазии Республиканского центра медицины катастроф. Данная проблема поднималась руководством МЧС Абхазии на одной из недавних встреч с российскими коллегами. В рамках выставки «Комплексная безопасность-2017» состоялась встреча главы спасательного ведомства Абхазии с заместителем руководителя МЧС Республики Таджикистан. Стороны выразили взаимный интерес в налаживании деловых контактов между двумя ведомствами. А сейчас о погоде на завтра. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии будет ожидаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем 26-28 тепла. Температура моря плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.